Здравствуйте. В прямом эфире «Вести Чеченской Республики». В студии Лариса Тутакова и главное сегодня. О перспективах развития сельского хозяйства в СКФО и не только. Большая встреча Дмитрия Медведева в Черкесске. Изучаем священное писание наравне. В Грозном открылись курсы по обучению глухонемых Корану. Уже есть первые результаты. Спрятали не по-детски. Крупная партия наркотика «Спейс» обнаружена в мягких игрушках. Вещество планировалось быть в Грозном. Сегодня в парламенте состоялось заседание Организационного комитета по празднованию 10-й годовщины референдума по принятию Конституции Чеченской Республики. Заседание проходило под председательством спикера Дуклахи Абдурахманова. 23 марта занимает особое место в новейшей истории региона, поскольку эта дата стала отправной точкой государственного устройства Чеченской Республики. Ее вхождение в правовое поле России отметил председатель ЗАГС Собрания. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах республики, поэтому всем министерствам и ведомствам следует отнестись с максимальной ответственностью к подготовке празднования, отметил спикер. И сегодня же председатель парламента посетил Академию наук Республики. 8 февраля отмечается День российской науки. Дуклах Абдурахманов поздравил чеченских ученых и отметил, что они должны чувствовать свою востребованность, профессиональную перспективу и возможность для самореализации. Спикер подчеркнул, что глава Чеченской Республики сделал многое, чтобы улучшить материальную и техническую базу Академии и условия работы ученых. Говорили здесь и о рассмотрении вопросов в правительстве республики по повышению пенсий научных работников, финансовой помощи в изданиях 4 томов на истории Чеченской Республики, а также учреждений правительственных грантов для молодых ученых. В Грозненском районе полицейскими перекрыт канал поставки наркотических средств. Крупная партия синтетического наркотика «Спейс» была обнаружена и изъята в районе селения Чечен-Аул. Чтобы перевести, преступники спрятали наркотические вещества в детские мягкие игрушки. Задержанные уроженцы Грозного Зелимхан Эрсамирзоев и Алихан Богатырев. По их словам, они выполняли просьбу своего знакомого, который на данный момент находится в Москве. Молодые люди планировали сбыть наркотики в республике. Изъятое вещество уже направлено на экспертизу в эксперто-криминалистический центр МВД по Чеченской Республике. По данному факту проводится проверка. Сега 32 пакетов гашишу, 129 пакетов синтетические спайсов, химические наркотики. Из наркотика привыкание возникает отвечал я юхул адвокаты до своеобразные наркотики келлиоя. И сегодня же по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ задержан молодой человек. В ходе проверки полицейские обнаружили и изъяли у него сильнодействующие психотропные вещества тропикомед и лирика. По словам задержанного, он приобрел их для личного потребления. По данному факту сотрудники полиции проводят соответствующую проверку. За весомый вклад в дело защиты прав граждан, активное участие в развитии, взаимодействии и сотрудничества в области прав человека и становлении гражданского общества награды уполномоченного по правам человека Чеченской Республики удостоен мэр столицы Ислам Кадыров. Здесь же были вручены почетные грамоты уполномоченного по правам человека первому заместителю мэра Исмаилу Хусаинову, руководителю аппарата Вахи Устарханову и председателю городского комитета хозяйства Исе Барщикову. После торжественной части церемонии награждения руководство муниципалитета и омбудсмен подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, тем самым укрепив сложившиеся партнерские отношения. В мэрии введена новая штатная единица, представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Его обязанностью станет обеспечение соблюдения конституционных прав, правовых норм в рамках деятельности муниципалитета. ويغالي شوي ومكباه ببشراش وبشوش لما ويقيت نبوش بارنا ويقارب ناس يدور وصدار وديش حروش. Моя должность предполагает, Мухдала говорит правду и одну правду. А дальше, что это шоу
نوقطة دي زي يتوضع تسدي زي إيشون شين أتخو شو بد من يحتى كل الناس وشو يقول شو عيد لدر شو عيد شو غير اللي هو شاس يحل يشتهر نقاشن بعث الشر شيتو ما كنت ميت يحل بوتي بسيخ يشقوش بيستعموات يجي لي قليل وجه نقراون يقدموا وعنده حضر ليت الفلاج وشو أقوياء سون كلهي وينك زقاشة حويس تروب تسليدر تشتخي شوي أوجهتي وشتات سنة ومن دالة صوبر أق نيت تور مخش الله لوي ونا نخيط تنبوش أنا بسنا أق سان حون بق دبديس دال سان كرباوي. Другим темам. В Грозном открылись курсы по обучению глухонемых Корану. В том, что главное захотеть и все получится, участники первой группы, а их 25 человек, успели убедиться. Молодые люди уже начали познавать азы Священного Писания. Об еще одном богоугодном деле рассказывает Олеся Татаева. В рядах муталимов медресе имени шейха Дени Арсанова в Грозном пополнение. Здесь образована новая группа. Теперь люди с нарушением слуха смогут ближе познакомиться с исламом. Программа обучения включает в себя изучение Корана, основ ислама и истории пророков. Открыть специализированные курсы помогла гуманитарная организация «Islamic Relief». Islamic Relief приобрел для наших студентов, для глухонемых, компьютерный класс, а также выделил зарплату на обучение студентов на этих компьютерных классах. Программы по обучению чтению Корана для глухонемых в России никогда не было. В этом и заключалась главная проблема при открытии курсов, говорят в медресе. Чеченские преподаватели разработали методику, основываясь на работе арабских специалистов. Нашли мы единый арабский жестовый словарь, который в 2007 году вышел для всех мусульман. И вот, основываясь на этой литературе, вот сами уже начали применять, смотрим, приглядываемся, говорим, как они себя ведут, как у них получается это обучение. Сегодня курсы для глухонемых в мужском медресе посещает до 40 человек. Возрастная категория обучающихся от 20 до 53 лет. На учебу они приезжают из разных районов. Умар Байбатыров из Джалки уже освоил религиозную грамматику. Следующим шагом будет изучение священной книги. В перспективе в медресе имени шейха Дени Арсанова планируется увеличение количества обучающихся чтению Корана. Аналогичные курсы открыты в Грозном и для девушек. Олеся Татаева, Тархан Маашев, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Маулид в честь месяца Рабиуль-Аваль прочитали в Суворовском училище имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Религиозный обряд руководство учреждения организовало совместно с родительским комитетом. Вместе с богословами в богоугодном деле участвовали преподаватели и курсанты училища. Как отметили педагоги, мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, здесь проводятся регулярно. По окончанию чтения Маулида прочитали дуа, прося милости Всевышнего. Алкоголь и наркотики несовместимы с исламом. Проповедь на эту тему прочитал сегодня представитель Духовного управления мусульман республики для сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказания. В своей проповеди имам рассказал собравшимся о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя. Данная встреча проводится в рамках акции, проводимой в республике под руководством Рамзана Кадырова «Жизнь без алкоголя и наркомании». Такие мероприятия в ведомстве проводятся регулярно. Как известно, около 20 тысяч ребят планируется отправить отдыхать в Турцию в этом году. В связи с этим во всех отделах образования проводятся семинары-практикумы для организаторов детского отдыха. Один из таких прошел в школе села Пригородное. Специалисты по воспитательной работе выступали с докладами. В них были сформулированы основные требования к организаторам детского отдыха. Давались некоторые рекомендации, которые следует учитывать при работе с детьми во время каникул. Поскольку поездки школьников за границу до сих пор не практиковались в республике, особое внимание уделяли правилам поведения детей в чужой стране. Руководители призывали максимально полезно и активно проводить время с детьми, чтобы они были заняты физической и умственной деятельностью. Такие занятия помогут развить ребенку свои способности, приобрести новые знания, познакомиться с людьми другой страны, лучше узнать их культуру и традиции.
В гимназии номер 12 прошло мероприятие по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На мероприятии присутствовали и старший госинспектор ГИБДД по МВД по Чеченской Республике Ломали Кадим Агамаев, инспектора ГИБДД, учитель и руководитель гимназии. В ходе встречи Ломали Кадим Агамаев рассказал учащимся начальных классов о мерах предосторожности на дорогах города. Как отметил госинспектор, благодаря профилактическим работам сотрудников ГИБДД в последнее время число ДТП на дорогах республики уменьшилось. Мы всегда такого рода мероприятия проводим для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье детей, наших маленьких участников дорожного движения. Плоды, очень положительные плоды, результаты мы получаем от этих мероприятий, выступлений, бесед. Совместно с Министерством образования и науки, с преподавательским составом тех школ мы всегда рассказываем детям об особенностях поведения на улицах и дорогах. Сегодня в молодежном центре детских и общественных объединений «Перспектива» прошел интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг» среди вузов и СУЗов. Свое участие в нем заявили 4 команды. Это ребята из нефтяного университета и профессиональных училищ номер 4, 5 и 6. Участники состязались в знании гуманитарных наук, истории и географии. Правильность ответов оценивала компетентное жюри. Победители определяли в 2 турах, в каждом из них которых было по 10 вопросов. В итоге первое место заняла команда профессионального училища номер 5, второе – нефтяного университета, а третье – профучилище номер 6. Всем призерам вручили грамоты и ценные подарки. Правительство страны выделит 80 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства в СКФО. Дмитрий Медведев провел сегодня выездное заседание правительственной комиссии по вопросам социального и экономического развития округа. Перед началом заседания глава Кабинета министров страны побывал на одном из крупнейших сельхозпредприятий Черкесска. Он ознакомился с качеством продукции, производимой на нем. Чуть позже на официальной встрече с руководителями субъектов обсудили перспективы развития сельского хозяйства в округе. В нем принял участие и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Медведев сообщил, что на развитие этой отрасли правительство окажет господдержку в размере почти в 1 триллион рублей, что позволит увеличить производство сельхозпродукции в 1,5 раза. Говоря об экономической ситуации округа, премьер-министр отметил, что необходимо создавать в регионе благоприятные условия для инвесторов. Он сообщил, что развитие региона идет в данный момент по нескольким направлениям, в том числе и формирование туристического кластера. Государственной программы развития сельского хозяйства на 13-20 годы. Участие федерального бюджета в ее реализации оценивается в 80 миллиардов рублей. В результате производство сельхозпродукции в округе должно вырасти почти в 1,5 раза, на 45%. Я хотел бы, чтобы коллеги доложили, что именно планируется сделать для достижения именно этих показателей. Учитывая тот опыт, который был накоплен в последние годы, сосредоточить усилия надо на развитии мясного и молочного скотоводства, садоводства, виноградарства. И, конечно, создавать логистические центры по хранению, переработке и сбыту продукции АПК. Развитию сельского хозяйства особое внимание уделяется и в нашей республике. Рамзан Кадыров не устает доказывать не только чиновничному аппарату, но и рядовым жителям региона необходимость развития прежде всего аграрного сектора экономики. Этой теме было посвящено совещанию, проведенное главой республики накануне, на котором обсуждался и вопрос о разработке горного камня в промышленных масштабах. В республике воссозданы госхозы, функционируют фермерские хозяйства, перерабатывающие заводы. На рынке появилась продукция местного производства. Рамзан Кадыров сам разводит большое количество крупнорогатого скота и другой живности. После сегодняшнего совещания премьер-министра страны стоит ожидать усиления темпов развития сельского хозяйства, поскольку Дмитрий Медведев поручил активнее заняться разминированием сельхозугодий нашей республики. С просьбой об этом к премьер-министру на сегодняшнем заседании обратился и Рамзан Кадыров. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.